Феномен Акмуллы. Выдающийся башкирский поэт-просветитель Акмулла родился в деревне Тухсанбаева, но село Стерлибашево является его духовной родиной. Жизнь и творчество Мифтахетдина Акмуллы – нечто больше, чем судьба одной конкретной исторической личности. Это эпохальная и общественно значимая фигура. Он оставил заметный след в духовной жизни сразу нескольких, точнее почти всех тюркских народов. Так отмечается в предисловии феномена Акмуллы в книге стихов поэта, впервые вышедшей на русском языке. Откуда же взялся этот феномен? На какой почве он возник? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо знать не только творчество поэта, его биографию, но и иметь представление об эпохе, в которой он жил и творил. Вспомним, что он родился 14 декабря 1831 года. Мифтахетдин был первенцем в семье, но дом, в котором он родился и вырос, представлял большую семью во главе с дедом, указанным Муллой из Кужой. Здесь под одним кровом жили сыновья со своими женами, дочери, внуки, внучки из Кужи. Число родных и двоюродных братьев и сестер доходило до 15 человек. Нелегко было отцу и деду сводить концы с концами. Ну и, конечно, нелегко сложилась и жизнь любознательного, способного, жадного к знаниям Мифтахетдина Акмуллы. Начальное образование будущий поэт получил в родной деревне. Учился в медресе соседних деревень Маняустама, Анясова. Он был наслышан, конечно, о медресе села Стерлибашево. Поэтому в 1853 году стал шакирдом этого учебного заведения. Немного истории. В первой половине XIX века Башкортостан превращается в один из центров мусульманского образования на Российском Востоке. Здесь работали несколько крупных медресе. Слава о некоторых из них вышла за пределы страны. Из числа возникших в 17-18 веках медресе, процветающих в XIX веке, можно назвать медресе Мухаммадия в Казани, Османия, Галия в Уфе, Хусейния в Оренбурге и Расулия в городе Троицке. Среди таких крупных учебных заведений, которые были известны не только на территории Башкирии, но и в других уголках огромной России, было еще одно, может быть, первое в нашем крае заведение такого же уровня, открытое еще в 1720 году, которое, в отличие от названных выше, располагалось не в большом городе, а в глубинном в то время в селе Стерлибашево. А много ли было шакирдов, спросите вы? В эту пору в Стерлибашево съезжали учиться шакирды из казахских, киргизских степей, Оренбурга, Самары, Нижнего Новгорода, Мензелинска и других сел и деревень. Не случайно в те времена Стерлибашево называли второй Бухарой. Очень интересное высказывание Рыбакова, Сергея Гавриловича Рыбакова. Исключительная популярность притягивала в Стерлибашской медресе молодежь всего Российского Востока. По сведениям одного из инспекторов народных училищ Уфимской губернии, среди обучающихся там шакирдов встречались даже жители Бухары, этого признанного центра высшего образования мусульман. И эта статья, эти слова были опубликованы в Уфимских губернских ведомостях в 1876 году. Какие же условия были для шакирдов? Необходимо отметить, что в Стерлибашских медресе были созданы достаточно хорошие условия для учебы и воспитания. Например, только для казахских детей были открыты 3 специальных класса. Везде, как в помещениях, так и вокруг зданий, царила чистота и порядок. К концу XIX века медресе размещались в 16 больших зданиях, и по переписи 1890 года
почти каждый четвертый житель села Стрельбашево был шакирдом. В городке медресе была построена вся необходимая инфраструктура для учебы и быта. Дарисхана, учебные классы, китабхана, библиотеки. Кстати, они были очень богаты. Ашхана, столовые, сухана, водоснабжение, конаххана, гостиницы и так далее. Были ли какие-то отзывы в Стрельбашском медресе? О медресе и его значимости для населения высказывались некоторые знаменитые историки, которые посетили медресе. Закий Алиди написал такую статью в связи с пребыванием среди нас профессора Василия Владимировича Бартольда в Башкортостане. Академик посетил Уфу и село Стерлибашево, где присутствовал на пятничном богослужении. Он ознакомился с Стерлибашским медресе. Дальше очень долго сидел в библиотеке медресе и на основании своих впечатлений Бартольд написал статью о Стерлибашском медресе. В ней он, опираясь на данные депутата Государственной Думы Российской империи 2-3 созыва от Уфимской губернии Мухаммед Шакира Мухаммед Харисовича Тукаева, описал его, привел исторические сведения о нем и назвал медресе одним из живых центров мусульманской науки в России. Он также проявил большой интерес к библиотеке медресе. Бартольд ознакомился с рукописными книгами, написанными 100, 300, даже 500 лет назад. И все эти книги находились в библиотеке Стерлибашских медресе. Слава медресе, конечно, особенно возросла и распространилась по России в период деятельности Хазрата Нигматуллы Беккемерова и его сына Мухаммед Хариса. При Нигматулле Мадарисе, писал Ризаэтдин Фахриддинов, Стерлибашское медресе превратилось в высшее учебное заведение. Шакирды, кроме религиозных предметов, таких как Ясин, Коран, изучали географию, математику, биологию, историю, природоведение. Говоря обо всем этом, мы пробовали ощутить ту атмосферу, которой дышал Шакирд Акмулла. Вы спросите, на какие средства существовали медресе? Следует отметить, что по канонам Российской империи из государственной казны на содержание мусульманских медресе не отпускалось ни копейки денег. И эти медресе, очаги культуры и просвещения могли существовать лишь только за счет пожертвований прогрессивных людей. Надо сказать, что свою деятельность Стерлибашские медресе продолжали до 1919 года. Из Стерлибашских медресе вышло немало известных духовных деятелей своего времени. И много ишанов, ахунов, муфтиев, большое количество преподавателей, литераторов, ученых. Здесь же обучался Иватулла Салих, Гали Шукуры, Гали Рафики, Мирсаид Султангалиев, Абдельмалик Каргали. Кого же Мифтахдин Акмулла назвал самым первым, самым любимым учителем? Это, конечно, естественно, поэт Шамсиддин Закий. Именно он прививает ему любовь к поэзии. Годы учебы в медресе явились для Акмуллы своеобразной школой жизни, школой становления спокойного его характера. Еще в годы обучения в медресе Мифтахдин зачитывался в оригинале произведениями поэтической классики и философскими трактатами Востока. Глубокий интерес проявлял он к русскому языку, вобрав в себя все богатство башкирской устно-письменной поэзии, усвоив поэта и мыслителя, выступал как поэт-новатор, поэт-гуманист, выразивший наибольшие прогрессивные идеи, взгляды той эпохи. В философских взглядах Акмуллы центральное место занимает о месте знания в жизни общества. Для него знание и воспитанность, внутренняя чистота человека – самые важные качества человека.
Он проповедовал просветительские идеи, рассматривал поэзию как средство общения с народом. Скитался по башкирским аулам верховьев Урала, Агидели, долины реки Миас, а также в степях Казахстана. Переезжая из аула в аул, с яйляу на яйляу, читал свои стихи перед народом. Состязался с известными эсэсэнами, принимал участие в айтышах эсэсэнов и акынов. Везде, где прошел жизненный путь Акмуллы, его считают своим человеком. Поэтому это не случайно. Его прозвали Акмуллой, то есть светлым, праведным учителем за честность и справедливость. Творчество Акмуллы образовало целую поэтическую школу. Воздействие его творчества отмечали Мерз Гафури, Шаязада Бабич, Даут Тулты, Сайфи Кудаш. Нет сомнения в том, что влияние великого народного поэта ощущают и нынешние литераторы. Он оказал большое влияние на развитие казахской и татарской литературы, а также его творчеству были знакомы известные среди туркмен, каракалпаков и других туркоязычных народов. И его творчество, пронизанное гуманистическими идеями своего времени, снискало глубокую любовь и признание населения. И сегодня, в День башкирского языка, мы отмечаем его 190-летие.